Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вот и наступила моя очередь для вечерних рамадановских уроков. И тема моих уроков будет «Путь к Аллаху». И правила, которые человек, соблюдая которые человек достигнет довольства Аллаха Субханаху ва Тааля. Прежде чем приступить к этой теме, мы должны понять три вещи. Первое – это то, что Аллах Субханаху ва Тааля пожелал установить на этой земле закономерности. И все, что происходит в этом мире, происходит по тем закономерностям, которые Аллах Субханаху ва Тааля установил. Про эти закономерности Аллах сообщил нам в своей книге и также сообщил через своего пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям: «Фалан таджида ли суннати Аллахи табдиля, валан таджида ли суннати Аллахи тахуиля». И эти закономерности, они неизменны. Никто их не может изменить. Второе, то, что мы должны понять, прежде чем изучить эти закономерности, это то, что Аллах Субханаху ва Тааля создал человека для испытания в этом мире. «Аллази халакал маута валь хаята лиябливакум айюкум ахсану амаля». Аллах тот, кто создал смерть, жизнь, для того, чтобы испытать человека. И третье, раз Аллах Субханаху ва Тааля нас создал, значит, Он лучше знает о нас, чем мы сами. «Хуа а'ляму бикум из аншаакум миналь арды, ва из антум аджиннатун фи бутуни уммахатикум». Аллах Субханаху ва Тааля знает вас с тех пор, как Он создал вас из земли, и с того времени, как вы находились в животах своих матерей. «Вакафа би раббика би зунуби ибадихи хабирам басира». И достаточно твоего Господа, знающего о грехах своих рабов. Аллах Субханаху ва Тааля возложил на нас какие-то обязательства. Что-то запретил совершать, а что-то, наоборот, приказал делать. И Аллах Субханаху ва Тааля, когда возложил на человека усердие, чтобы он стремился к его довольствию, остерегался его гнева, Аллах Субханаху ва Тааля также ему обязал начинание. Как в хадис Кудси приходит, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Абди, раб мой, кум иляйя». Встань, направься ко мне. Встань для этого. Начни. Амши илейк. Если ты встанешь, то я приду к тебе. Если ты пойдешь, я ускорюсь. Поэтому на человека Аллах Субханаху ва Тааля обязал начинание. Человек должен начать. Перед ним есть цель, это поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля, выполнение Его приказов, остережение Его запретов. И Аллах Субханаху ва Тааля поместил этого человека на эту землю, дав ему слабое тело, которое подвержено болезням, которое устает, которое забывчиво. И Аллах Субханаху ва Тааля создал так,
что человек, он рождается, как начинается день, и также он идет в этом мире к закату. То есть от всего можно убежать. От разных трудностей можно убежать. Однако нельзя убежать от смерти. Куда бы ты ни направился, на юг, запад, север, восток, право, лево, вверх, вниз, как бы ты ни старался от этого убежать, сохраниться, однако ты с каждым днем делаешь шаг навстречу. То есть вроде бы ты пытаешься убежать, но в то же время ты делаешь шаг навстречу к своей смерти. И Аллах Субханаху ва Тааля, то есть со смертью мы придем к Аллаху Субханаху ва Тааля для того, грешник, человек, совершающий грехи, получит наказание, для получения наказания. И Аллах Субханаху ва Тааля обязал человека к действию. Человек должен действовать. Человек должен прийти к своему Господу, как раб приходит к своему господину. И если человек сделает это начинание, сделает шаг навстречу к своему Господу, то Аллах Субханаху ва Тааля примет этот шаг и даст благословение, баракат в этом шаге. Больше, чем то, что человек сделал. Больше, чем человек рассчитывал. Возьмем примеры из Корана. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вакаля раббукум уд'уни». Вот Аллах призывает к действию. «И сказал ваш Господь: уд'уни, взывайте, просите меня». Если человек начинает просить, то Аллах Тааля астаджиб лякум, отвечу вам. «Ва идза са'аляка ибади анни фа инни кариб». Если спрашивают рабы мои обо мне, фа инни кариб, то я близок к своим рабам. «Уджибу да'вата да'и идза да'ан». Я отвечу взывающему, когда тот взывает. Когда тот взывает, то есть когда тот сделал действие, сделал шаг в сторону Аллаха Субханаху ва Тааля. «Ман такарраба минни шибран, такаррабту минху зираан». Кто приблизится ко мне на 5, то я приближусь к нему на локоть. Кто приблизится ко мне на локоть, то я приближусь к нему на сажень. Тот, кто идет ко мне, я устремляюсь к тому. То есть Аллах Субханаху ва Тааля возложил на человека действие харака, движение. Человек должен сделать шаг. И Аллах Субханаху ва Тааля даст, если человек был искренним в этом шаге, был правдив с Аллахом Субханаху ва Тааля, то Аллах Тааля даст баракет в этом шаге. Больше, чем то, что человек делает. Поэтому, говоря о рае, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ата» – это подарок от Аллаха Субханаху ва Тааля. Сколько бы человек ни трудился в этом мире, он не может заработать на рай, но он может заслужить его по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. И человека постигает, человек часто проявляет лень, одолевает его сон, появляются какие-то препятствия на его пути. И поэтому для того, чтобы избежать этого, для того, чтобы избавиться от этого, человек должен размышлять о действии. Он не должен ожидать то, что Аллах Субханаху ва Тааля просто так ему что-то даст. Он должен делать шаг, как Аллах Субханаху ва Тааля призывает. Он сказал: «Уд'уни», пускай дуа делает, и я отвечу ему. «Фазкуруни азкуркум», вспоминайте меня, и я вас вспомню. «Инна Аллах ля югаййиру ма бикаумин».
Аллах Та'аля не изменит народ, хатта югаййиру ма би анфусихим, пока они не изменят самих себя. То есть человечество делает шаг в сторону чего-то, и Аллах Субханаху ва Тааля делает завершение для этого шага. Поэтому человек должен сделать первый шаг, думать о том, какое действие он хочет совершить. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Баль ямалю». Когда ему сказали: может, нам понадеяться на предопределение, он сказал: нет, действуйте. Действуйте, делайте дела. Только так можно избавиться. Если ты хочешь стать терпеливым, то надо стремиться к этому, надо действия делать по отношению к этому. Если ты хочешь стать щедрым, то же самое. Если хочешь отважным стать, то же самое. Если ты хочешь, чтобы намаз тебе давался легко или пост давался легко, тоже нужно делать шаг. Не делая шаг, ожидая просто чего-то, никогда ничего не произойдет. Каждому облегчено то, ради чего он создан. Нет случайностей. Человек не должен жить случайностями, обстоятельствами. К сожалению, многие люди живут обстоятельствами. Это как тот человек, который заходит в намаз просто для того, чтобы его совершить. Нет у него в нем ни искренности, ни отречения от этого мира в этом намазе. Он просто для того, чтобы, так как время пришло, он встал, выполнил обстоятельства. Вот человек не должен так сделать. Он должен действовать, он должен стремиться, он должен хотеть этот намаз. Потому что Аллах Субхану Тааля обязал ему. А давайте прочитаем историю Уккаша. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мне были показаны общины. Мне были показаны общины. Те, которые были до него, те, которые в его время, и те, которые после него. И я увидел пророка, и с ним была группа людей. Я видел пророка, с которым было только человек или два человека. И я видел пророка, с которым не было никого. И вдруг я увидел огромное количество людей. И я подумал, что это моя умма. И мне сказали: нет, это умма пророка Мусы. И я еще раз посмотрел и увидел еще одно огромное скопление людей. И мне было сказано: это твоя община. И с ними 70 тысяч человек, которые зайдут в рай без расчета, без наказания и расчета. И после того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал эти слова, он зашел домой. И сподвижники начали обсуждать, кто же эти 70 тысяч человек. Кто-то сказал: возможно, это те, кто были с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, с первого времени, с начала ислама. Кто-то выдвинул версию, то, что это те, кто родился в семье мусульман и не совершал ширка. И упоминали сподвижники, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выходит из дома и сообщает им то, что «Вахумуль лазина ля ястаркун, валя яктавун, валя ятатайярун». Это те, кто не верит в приметы. Это те, которые не просят ишкару, чтобы им прочитали Коран для излечения, а сами читают в первую очередь. То есть тут пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если обобщить одним словом, «Аля роббихим ятаваккалюн» — это те, которые уповают на своего Господа. То есть прежде чем сделать какие-то причины, прежде чем совершить что-то, они смотрят, чтобы это соответствовало шариату. Они смотрят, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля был доволен тем путем, или этот путь был разрешен Аллахом Субханаху ва Тааля.
и потом уповают на Господа, то есть верят в то, что результат от Аллаха. Результат будет от Аллаха Субханаху ва Тааля, а не от тех действий, которые они делают. Они делают эти действия, так как Аллах Субханаху ва Тааля велел им сделать шаг, сделать действие, не стоять, не останавливаться, идти вперед. И они понимают, что результат будет только такой, какой захотел Аллах Субханаху ва Тааля. То есть эти люди, которые уповают Аллаху Субханаху ва Тааля и совершают причины. И Уккаша сказал: «О посланник Аллаха». Когда он услышал эти слова, он сказал: «О посланник Аллаха, сделай дуа, попроси Аллаха, чтобы я был из этих 70 тысяч человек». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Анта минхум», ты из них. Потом встал другой человек и сказал: «Я тоже прошу тебя, чтобы ты попросил Аллаха, чтобы я был из них». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Опередил тебя Уккаша». Прочитав эту историю, кто-то может подумать, что Уккаш был очень удачлив. Однако ученые не согласятся с этим. Было это не в удаче, дело не в удаче. Аллах Субханаху ва Тааля знал, что Уккаша давно уже идет к Аллаху Субханаху ва Тааля, прилагает усилия для того, чтобы получить его довольствие. И Аллах Субханаху ва Тааля делает так, то есть Уккаша сделал шаг, он какие-то усердия, какие-то действия делал, совершал какие-то поклонения. И Аллах Субханаху ва Тааля, вот это то, что называется обстоятельства, удача, подвел все так, что Уккаша стал первым, кто спросил. И Аллах Субханаху ва Тааля вознаградил его за его усердие. Вознаградил его за это его усердие. Инна Аллаха ля язлимун нас. Аллах Тааля не делает зулим по отношению к людям. Валякинна наса анфусахум язлимун. Однако люди сами к себе относятся несправедливо. Поэтому часто бывает то, что выбирают другие пути. Не тот путь, который разрешил Аллах Субханаху ва Тааля. Не хотят, знают все равно, что идут к Аллаху Субханаху ва Тааля, что встретятся с Ним, но не выбирают путь довольствия Аллаха Субханаху ва Тааля, а выбирают путь гнева Его. И этим люди вредят самим себе. Также можно привести пример. Фаталякка Адам. Адам ослушался своего Господа. И Аллах Субханаху ва Тааля показал ему путь. То есть, раз ты ослушался, то я и попал в такое тяжелое положение. Аллах Субхану Тааля показал ему путь выхода из этого положения. «Фаталякка Адаму мир раббихи калиматин». И Адам взял у своего Господа слова, принял слова его Господа. «Раббана инна залямна анфусана ва иллям тагфир лана ва тархамна ланакунанна миналь хасирин». О Господь наш! Он и его жена Хава сказали: «О Господь наш, залямна анфусана». Мы отнеслись по отношению к себе несправедливо, то есть совершили грех. И если ты не простишь нас, если ты не окажешь свою милость, то мы будем из числа потерпевших убыток. Аллах показал ему путь, и Адам сделал шаг в этом пути. Фатаба алейх, и Аллах принял эти его слова. Не надо отчаиваться.
Надо делать шаг, надо делать движение. Не надо стоять, невозможно стоять на одном месте. Человек, или же он возвышается перед Аллахом Субханаху ва Тааля, или же, наоборот, идет вниз. Но нет такого, что человек будет стоять на каком-то одном положении. И надо посмотреть, в какую сторону шаги мы делаем. И ожидать результата от Аллаха Субханаху ва Тааля. Иногда мы удивляемся, как какой-то человек может резко встать на правильный путь, принять веру, стать мусульманином, стать верующим. Но, опять же, тут тоже случайностей не бывает. Не бывает такое, что человек резко что-то изменяется. Просто так. Пример можно привести историю колдунов. Кто-то может подумать, что это все произошло, опять же, случайно. Когда Фираун собрал людей, собрал колдунов и позвал Мусу. После того, как колдуны показали свое колдовство, и когда Муса показал чудо, которое даровал ему Аллах Субханаху ва Тааля, все колдуны уверовали. То есть Муса показывает знамение Фирауну, показывает знамение другим людям, никто не верит. А тут колдуны резко уверовали. И опять же, это не случайность. В жизни, как говорится, не бывает случайностей. Все это последствия каких-то наших шагов. Поэтому очень важно обращать на вот эти шаги наши. И также надо поразмыслить, почему было выбрано это место, почему вы пришли именно эти колдуны, почему все так случилось. И если поразмыслив, мы можем прийти к такому результату, то что эти колдуны уже какие-то шаги в сторону своего Господа делали. Были у них уже какие-то размышления. Им оставалось только вот это чудо, увидеть вот это чудо для того, чтобы стать верующим. И вот мы часто ожидаем какого-то богатства, ожидаем какого-то чуда, ожидаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля откроет нам пути какие-то, но при этом не предпринимаем шаги, не действуем. Часто обсуждаем, говорим, но при этом нету действий, нету шагов, которые предписывает Аллах Субханаху ва Тааля. Аллах же говорит, что не будет изменять, пока человек не делает шаги. Когда человек начинает делать шаг, Аллах Субханаху ва Тааля начинает изменять его жизнь, начинает полностью менять его жизнь и дает больше, чем человек совершает действия. Смотрите, история 3 людей, которые попали в пещеру, которые зашли в пещеру во время дождя, и вход в пещеру обвалилась, закрылась камнями. Что они сделали? Они не сделали таких действий, если так подумать, от которых, по правде бы, должны были сдвинуться камни. Они не начали разгребать, поднимать. Они поняли, что это невозможно для них. Они обратились к Аллаху Субханаху ва Тааля с теми праведными делами, которые они совершили. И камни по чуть-чуть начали сдвигаться. И также в жизни человека. Человек делает какие-то маленькие шаги, и Аллах Субханаху ва Тааля, но он не стоит на месте, он идет.
Он делает то, что возложил на него Аллах Субханаху ва Тааля, и Аллах Субханаху ва Тааля по чуть-чуть, как Он открыл этим людям пещеру, начинает открывать перед ним горизонты, двери, и его жизнь начинается изменяться. И она изменится и в этом мире, и изменится в следующем мире. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Смотрите, Юнус попал в затруднительное положение, оказался внутри кита. И Аллах Субхану Тааля говорит, если бы он не был бы из тех, кто поминает Аллаха Субханаху ва Тааля, непрерывно поминает Аллаха Субханаху ва Тааля, то он остался бы внутри этого кита до судного дня. Но Юнус когда-то делал шаги, и эти шаги стали причиной того, что та беда, которая пришла к нему, она стала разрешимой. И тот, кто остерегается гнева Аллаха, Аллах даст ему выход из всех путей, из тяжелых ситуаций. Поэтому начинай, двигайся, старайся, и Аллах Субханаху ва Тааля откроет перед вами свои двери. И когда человек делает этот шаг, важны две вещи. Первое – это, и эти две вещи связаны с правдивостью с Аллахом Субханаху ва Тааля. То есть ты в своем начинании, в своем движении, в своем стремлении, в своем шаге должен быть правдив с Аллахом Субханаху ва Тааля. И эта правдивость делится на две части. Первое – это правдивость в решительности. Человек должен решительным быть, обучать себя решительности, чтобы он не был сомневающимся, нерешительным, и он должен быть правдивым в своем решении. Решил и быть правдивым в этом. Для того, чтобы не опустить руки. У него должна быть решительность до конца довести дело. Для этого он должен, это уже следующее, решительность своих действий. То есть правдивость своих действий. Он проявляет усердие, и он правдив в своих действиях. Он правдив с самим собой. Он правдив с Аллахом Субханаху ва Тааля. Если это две правдивости соберется, то человек достигнет своей цели. То есть правдивость в решительности и правдивость в действиях. Раз решил, то действуй. Решись. Решись идти до конца. Решись преодолеть трудности. И если ты решился, то уже уповай на Аллаха и иди вперед. Я ибн Адам, о сыновья Адама, кум иляйя, о сын Адама, встань, направляйся ко мне. И я, Аллах Тааля говорит, пойду в сторону тебя, пойду к тебе. Иди ко мне, и я устремлюсь к тебе. То есть, если мы хотим счастья, то надо делать шаги. Если мы хотим изменить что-то вокруг себя, то опять же нужны шаги. И не надо отчаиваться в этих шагах. Делай действия, пускай они будут малыми, но пускай они будут продолжительными. Юнус, алейхиссалям, говорит, Аллах Субханаху ва Тааля был продолжительным в своем тасбихе, в своем упоминании Аллаха Субханаху ва Тааля, и это стало причиной того, что он смог не отчаяться и попросить Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах, если ты сделаешь такие шаги, если случится что-то, Аллах Тааля подведет все обстоятельства так, что ты сможешь выйти из трудной ситуации, что ты сможешь достигнуть своих целей. Но для этого нужно идти,
не останавливаться, делать шаги, даже если они маленькие. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.